Танте хорылдықып, юнтухай. Нохин. О том же, в общем. Ямар, твою машину. Айоник. За, бихуле живайным. Они... Манед уханга борон оро худый удыр хоир или хурвый удыр. Ну, где-то так. Тигетла моно нарте удыр тигет парит. Хэшингет брадар хлхы парит. То ли не знал, то ли забыл. За худут орот. На комментарий вышек ты. Монодр. Юнтухай. На контрлитнут. Хоралдахабди. Такой, можно сказать, появились кое-какие мысли об этом всем. Тиведла танте делиться шейрхахом. Такие дела. За. Хундывайна. Хадада. Япхада. За. Так, мы гурумхум харжываем. Мнодр хын. Манеда чусок. Худый удыр. Хендр. Амар. Вся Корея амаржываена. Тигет. Би тоже амаржываена. Тигет. Юм суловаена. Стримнут хы. Что-нибудь хы, короче. Какие дела. Вот это. Нет. Тут, в общем, нашел гору еще одну. По-моему, я понял, куда она ведет. Так, Тавунхум. Уходут. Башекты комментарий нут. Длинных завод. Самую главную свою тему. И хилхым. Сейчас, наверное, рабочий день. Тигет. Хунут вся желтовая. Желживая. Аманеда. Хендернут. Амарживая. Вся Корея. 휴가가 없다고. 아니 휴가 좀 땡겼으면 되고. Халунных за даже было. За уже почти дуру минуту гро. За нахудут орокты. Комментарий нут бышкты. Очень громкое название у меня для стрима. Но есть почему на самом деле. Или в записи уже потом посмотрите тогда. Где мы вы. Хэшинг это харха. Главное, чтобы смотрели и какие-то выводы делали. Нам да что еще характета. Да, рваный инху. Ну ладно, худут. Наверное, потихоньку я, начну, что ли. Разорвало хуха характы. То есть. Арвангурунху. Сам преданный подписчик вот орот сак. Олот тигет харжуен. Уже арванху лучше. Зану худут оркты бихуле живеным.
Шонах за. Уже там минут. За. Хм. Ладно, худут. О чем хотел сегодня поговорить. В общем, давайте с самого, наверное, привет, всем Байна. Наверное, хотел поговорить, конечно же, вообще в целом, да, получается, все привет из Армении, мы армяне, буреты, одна нация. Ну, блин, наверное, даже сами армяне согласятся. Ну ладно, пусть будет так. Ладно, давайте, хочу поговорить о чем. Все о том же, да, о контрэлитах, о том, каким образом они нас на пути к вообще какому-то здравомыслию, к вообще к простым выводам, они нас постоянно сбивают своими всякими хитроумными планами и верным служением, конечно, русскому миру. Потому что это действительно, если так разобраться, сколько резонансных событий было, постоянно они, их руками, получается, Кремль, наш народ делает бессильным, связанным по рукам и ногам. И мы, к сожалению, не можем сопротивляться. Мы как бы послушно раз за разом сдаем все свои позиции. И наш народ уже постепенно, получается, на самом деле, если честно быть, исчезает. И даже уже давным-давно наш язык бурятский, он уже в ЮНЕСКО признан исчезающим. Хотя никаких объективных причин, кроме вот искусственного русификации, нету, конечно же, для этого. Это государственная политика Рашки именно по уничтожению коренных народов и, в частности, нашего народа бурятского, бурят-монгольского. И все это делается, естественно, руками контрэлит, которые... Я не знаю, как они себе все это объясняют, как они сами это формулируют. Очевидно, просто это изначально подбирается под данную деятельность. Вообще люди, для которых самое главное на первом плане это только финансовая какая-то стабильность, праздный образ жизни и гедонистический образ жизни. Короче, для них самое главное это только деньги. Как говорится, только бизнес, ничего личного. Поэтому для них абсолютно не важно, что они служат инструментом для уничтожения собственного народа. Для них единственное, что их волнует, то, что, деньги-то они делают все равно тоже на своем собственном народе. То, что так как численность меньше становится, и стричь деньги со своего собственного народа для них становится тоже проблематично. Вот это их волнует. А то, как будет развиваться, как будет жить, им абсолютно похеру вообще, на самом деле. И еще какие интересные я заметил сейчас вещи, да, это то, что, та ситуация, которая сейчас в США происходит. Оказывается, уже большое количество бурят, даже мои знакомые, находятся сейчас в детеншене и, видимо, им грозит депортация. Это несмотря на то, что представители контрэлит, соответственно, есть в любой стране, где большая диаспора бурят находится. И там они тоже, пытаются, успешно на самом деле, пытаются занять какие-то ключевые позиции в этой диаспоре, рулить и так далее. Короче, суть в том, что я так понял, смотрите, какая ситуация происходила. Многим нашим бурятам разные люди, возможно, организации обещали помощь в составлении какого-то кейса и так далее.
Ну, то, что по прибытии у них не будет никаких проблем, они будут относиться к какой-нибудь там организации. Понятное дело, они никак не сопротивлялись, они никак, находясь в Бурятии, ну, может так, для галочки, для вида ходили на какие-то митинги, но как таковой цели, что они действительно будут сопротивляться за независимость Бурятии, или, ну, вообще хотя бы даже за лес, там, за Байкал, ну, хоть какую-то мелочь возьми. Короче, они ничего этого не делали, не участвовали. Ну, по большому счету, они, в принципе, и не являются сами-то каким-то уж таким ядром актива. Это просто, на самом деле, люди, которые всегда размышляли и думали о своем благополучии. Ну, конечно, красиво могут говорить и так далее, но на самом деле как-то судьба Бурятии, бурятского народа сильно их не интересует. И уехали они в США, как бы, ну, чтобы строить свою жизнь. В какой-то степени я, конечно, их не осуждаю. Пускай едут. Просто не надо, знаете, что-то какие-то громкие там заявления делать. Вот я там типа переживаю там или еще что-то там. Ну, просто зачем обманывать, да? Себя обманывать, людей обманывать. Все же понятно на самом-то деле. Просто сказать, вот я поехал. Кто тебе что скажет-то, да? Поехал жить там, потому что деньги платит, еще что-то. Тут тебе скажешь, что ли? Никто ничего не скажет. И, видимо, эту тенденцию, соответственно, сотрудники ФСБ знали давно. И поэтому вот это вот легендирование это пошло. Вот этого Баинде, еще кого-то, всех этих агентов по признанию иноагентами, террористами и так далее. Потому что когда начнется вот эта большая зачистка, чтобы они случайно под, как бы сказать, раздачу от американских айсов не попали. Я так понял всю эту ситуацию. Потому что, смотрите, каких-то реальных лиц-то они, получается, легенды-то не делают. А так, по большому счету, чтобы не выдворили из США, нужна какая-то легенда, да, согласитесь? Потому что обычных-то бурятов, кто там работает, неважно, есть у них там разрешение или нет. Ну, не только бурятов, вообще всех, кто там заехал, думал, все зацепится в Америке и так далее. А тут такой сюрприз, да, в виде изменчивости демократии и того, что мы думали, что вот можно уехать куда-то в другую страну, начать новую жизнь. Но как-то, знаете, не получается, да, в итоге. Все, в конце концов, приходит к одному. А к чему приходит? О том, чему я постоянно и говорил. Без сопротивления, без... Ладно, смотрите, вот какой я вывод сделаю. Смотрите, такие важные вызовы, да. Ладно, не говорю я там про все наши потери, про то, что там природные ресурсы вывозятся, про уничтожение языка, культуры, идентичности. Хотя это самые главные, конечно, темы, но есть еще такие темы, как уничтожение леса вокруг Байкала, сплошные вырубки леса и так далее. То есть, понимаете, любой нормальный народ адекватный, он, конечно, выйдет защищать, хоть и с оружием в руках, хоть как, неважно, короче, он выйдет защищать лес, выйдет природу защищать, потому что он там живет, народ. Но народ, который обманкурченный, обманутый, которого лишили настоящих элит, которых убили эти элиты. Элита — это что такое-то на самом деле? Это не те люди, которые вот наживаются, да, в нашем вот современном представлении, вот, ну, типа бурятская элита, которую они себя называют. Но это на самом деле контрэлита. Они что делают? Все последние соки из бурятского народа тянут. Сами наживаются, делают себе гражданство в других странах. Не такое, как наши-то бегут там, да, через границу, там, сидят в тюрьме, там, просят политическое убежище. Они-то по-нормальному действуют. Они там за деньги или еще как-то. Ну, короче, они покупают легально себе гражданство, то есть все у них там в порядке. И вся их цель, вот этих вот контрэлит, это за счет природных ресурсов Бурятии, бурятского народа, сделать себе личное состояние и все. Остальное их вообще ничего не волнует. А настоящая элита, конечно, это те люди, которые живут со своим народом, которые работают на народ,
И, соответственно, как сказать, народ в виде благодарности или еще как-то. Ну, короче, живут ради своего народа, одним словом. Такая вот история, да. Но то, что сейчас, это, конечно, никакая не элита, это элита, которая служит, контрэлита, которая служит именно русскому миру, служит тому, чтобы как можно больше бурят загребали на войну, чтобы они там подыхали, чтобы численность бурят становилась меньше, чтобы можно было беспрепятственно вывозить наши природные ресурсы еще в большем масштабе, лес, золото, ну все, что у нас есть, нефрит, все, чтобы вывозить как можно больше, и чтобы такого народа больше и не существовало. Ну, в принципе, как и всех остальных, и татар, и саха, и вообще всех, короче, всех, которые есть, чтобы все не русские куда-то исчезли, в общем. Такой глобальный замысел вообще у Рашки, который они, в принципе, очень, как называется, успешно воплощают в свою жизнь. Чтобы не было никаких восстаний или недовольств, вот для этого и нужна контрэлита, которая обманывает, вводит в заблуждение, нашептывает что-то простым бурятам, что вот не надо лезть никуда, не надо ничего делать, сидите тихо, танцуйте йохар там, еще что-нибудь, какие-нибудь спортивные соревнования занимайтесь, ничего не делайте, короче. Вот все, вы типа вот молодцы, потанцевали, поплясали, там водку выпили, бузы похавали, ну все, ну типа не надо лезть туда, куда типа вас не просят. Не надо защищать свои права, не надо защищать свою природу, не надо биться за свой язык, идентичность и так далее. Надо все тихонько сидеть и гаситься, в общем. Такая вот история. Ну и наши буряты, которые туда поехали, следуя этой логике, что надо сидеть, не высовываться, думали, что закрепятся в США, платили, видимо, деньги всяким организациям или людям, думали, что все, типа, вы вытянули джекпот, сейчас в Америке будут жить. Но, как говорится, не тут-то было. В самой Америке происходят изменения с приходом Трампа. Наших сейчас начали активно, видимо, оттуда депортировать. Даже вот мои знакомые, если в тюрьму попадают, видимо, было даже разрешение, но это ничего не меняет. Все равно еще суда-то, видимо, не было. Ну и, видимо, большое количество будут депортировать оттуда, из США. Так что деньги, которые были плачены этим людям, этой контрэлите, ушли в никуда, естественно. Их уже давно пропили, прожрали. Сами эти контрэлиты, я так понял, работать не хотят. Вот так и хотят жить за счет своего бурятского народа. Ну, как своего, для них-то это посторонний народ. Даже в эмиграции они все равно хотят из бурятов последние жилы тянуть. И в последнее время я замечаю такие тенденции, что они в США, видимо, из-за того, что количественно меньше становится бурят, на каких-то других, понимаете, видимо, выжили из них все, что могли. Тем более сейчас их выселяют оттуда, ну, как выпинывают из Америки. Видимо, сейчас за корейских бурят хотят взяться. То есть начинают какие-то активные действия здесь проводить. То есть там кормовая база пустеет, скудеет. Надо вот теперь наших наивных бурятов здесь душить на какие-нибудь дела, там бабки собирать и так далее в Корее. Ну, что сказать, как говорится, без лоха и жизнь плоха, да? Если, ну, как бы сказать, до сих пор наши буряты готовы к тому, что их будут здесь обманывать или еще что-то, ну, это святое право каждого человека быть обманутым, да. Ну, это ваше право, я не знаю. Хотите так жить, живите. Ну, а по большому счету, я для себя в очередной раз понял, что вот изначально какие мысли у меня были, они самые правильные, верные. Это то, что, да, конечно, я сам поздно очень начал задумываться об этом, но, по крайней мере, это все правильные мысли о том, что необходимо сопротивляться, необходимо биться все-таки за свою землю. Просто так убегать – это путь в никуда. В конце концов, ты не будешь... Ну, может быть, конечно, тебе повезет, как-то получишь там гражданство в другой стране или еще что-то. Но хрен его знает на самом-то деле.
Все-таки твоя страна там, Бурятия, ну, для меня конкретно. И, как вам сказать-то, что-то надо делать, в общем, для того, чтобы твою страну деоккупировать. Как-то так. Информационный фронт хотя бы вести, что-то делать. Ну, как оказывается, смотрите, союзников у нас, по большому счету, где-то на Западе, в Европе или США нету. В США, наоборот, видите, какая политика идет. Неизвестно, что будет в Европе. Вдруг в Европе тоже будет меняться ситуация. В Корее тем более, да. И так, сколько депортируют тут людей, нелегалов. Сейчас тем более в Кёнджу какой-то там подрались, короче, мигранты. И, ну, что-то по-жесткому вообще, там, с ножами, с битами. Ну, короче, вообще громкий инцидент на всю Корею прогремел. Сейчас хотят опять по новой прессовать конкретно мигрантов. Будут рейды опять. Так что, видите, Корея тут тоже не такой островок безопасности, где все, типа, живешь, все спокойно. В любой момент могут в мигрышко прийти, накрыть, депортировать и все. Корейские эти тоже сильно не церемонятся. Такие вот дела. Поэтому для наших бурятов, не знаю даже, сколько наши буряты планируют вот так вот, как сказать, уходить от проблемы, делать вид, что все нормально, что-то там йохар танцевать или еще что-то, бузы кушать, не знаю, что-то там спортом. Для чего вообще это все надо, я не понимаю. Чего? Многие реально думают, что здесь вот в Корее или в США вот закрепятся и будут жить. Видите, времена меняются. Вот ты тут, как сказать, думал, типа, корни пустил, еще что-то, а тебя раз в любой момент за шкирку взяли, под жопу пнули, и все, и ты вообще в никуда, получается. И что делать-то? Как сказать, простой, я думаю, должен быть вывод, что надо что-то делать. Вот смотрите, за Байкал не боролись, да, когда мобилизация, многие готовы были люди, да, даже, ну, как сказать, всякие ватники и так далее, как-то возмутиться, но опять-таки это сгладили все эти контрэлиты, да, типа, ой, не надо, не надо. Им-то, конечно, что они русскому режиму служат, русскому миру, им-то пофигу вообще. Это не их народ, это не для них бурятский народ это ничто вообще. Для них самое главное это бабки и подчинение русскому миру. Митинг, они тоже в Монголии, который намечался, они тоже его сетовали, сгладили как бы. В США всю эту под себя типа взяли протестный потенциал. Как потом оказывается, что, видите, они за русский мир, да, ну вот конкретно про Фри-Бурятию. Сейчас уже все ленивые, только про них не пинают. То есть изначально, видите, все, что я изначально говорил, все правда оказалось, все правильно. Но, видимо, как вам сказать-то, не знаю, что должно произойти. Видимо, должны уже Бурятию начать бомбить, как Украину. Тогда, видимо, наш народ что-то начнет понимать, что-то, как сказать. А так и будут до последнего думать, ой, как там, лишь бы сидеть, не высовываться или еще что-то. Так, я не знаю. Наверное, как сказать, как это складывается, я не понимаю, что только тупому же, по-моему, не очевидно, что происходит. Вот просто посмотрите, вот, как сказать, как будто вы иностранец в Бурятию приехали. Что происходит? Все буряты нищие, да, работы нету. Работа 30 тысяч, там, еще каким-нибудь грузчиком, или еще что-нибудь. Работы нету. Природные ресурсы, все, каждый день сколько там этих, сколько леса вывозится, сколько этих, как называется, составов грузовых с лесом вывозится. Вы придите просто на железнодорожный вокзал. Сейчас они, конечно, их стали закрывать, но вы все равно увидите, что это лес в Китай, который уходит. Кому все это принадлежит? Кому этот уголь принадлежит? Кому нефрит? Это что, бурятам принадлежит? Бурятам, что ли, служит? Нет, конечно, все это идет в Москву. Москва бабки прожирает, на войну тратит, еще куда-то, чтобы кормить русский народ, чтобы кормить своих олигархов и так далее. То есть все у нас отнимают, все вывозят. Бурятский народ в нищете, вынуждены уезжать, не могут никак бороться за свои права, слушают сказки, что вот, как сказать, какой-то злой Запад хочет напасть, все разделить, и при этом нас же самих и обувают, да, оккупировали обманным путем, подлостью, назначили контрэлиты, и все, и сидят просто, сливки снимают. А наши буряты,
как сказать, с каждым годом все меньше деградируем, язык исчезает, идентичность исчезает, и сидим, как сказать, как будто так и надо, да. Вот что происходит в реальности. Видите? А сидеть и дальше какие-то там, что в США всякие сурхарбаны проводят. То есть, ну что толку-то? Что вы толку? Вас вот депортируют, вы там сурхарбан проводите. Лучше бы собрались на какой-нибудь митинг, там поговорили вообще, что там в Бурятии происходит. Еще что заниматься вот этим вот самообманом? Приходить там, ой, как мы йохар там потанцевали или еще что-то. Потанцевали йохар, завтра тебя айс-офицер забрал и все, и в Бурятию напнул. Вот там приезжай в Бурятию и танцуй сколько угодно йохар или еще что-то. Надо, наверное, о каких-то вещах задумываться, находясь где-то далеко. Может быть, бабки заработать на какое-то сопротивление, не знаю. Ну, вообще, что-то делать. Если так каждый будет поодиночке сидеть, ничего не получится. Видите, у нас, как сказать, ну, вообще считается, что любое восстание начинается с элитного, как бы сказать, заговора или еще что-то, недовольства. Но у нас, видите, наша элита, она никакая не элита, а контрэлита. Она у нас невозможно, потому что они полностью преданы русскому миру. Понимаете, вот в чем дело. У нас, кроме низового сопротивления, у нас других вариантов просто нету. Мы вот через таких людей, как я даже не знаю, кто еще, кого могу я назвать. Ну вот реально, если мы сами что-то не будем делать, другого варианта у нас нет. Наши эти контрэлиты, они полностью преданы чекистам, русскому миру. Никаких действий для защиты бурятского народа они не то что не делают, они даже не думают этого делать. Они наоборот, те хреново, они еще последние бабки с тебя хотят. О, давай мы тебе там кейс сделаем, еще что-нибудь. На самом деле чушь собачья, какой кейс вон. Сейчас сидят в депортационной тюрьме и думают, блин. И сейчас опять буду, знаете, звонить там, ой, мама, там, отправь мне бабки 10-20 тысяч долларов на адвоката, да. И мама там побежит в долги, там квартиру продавать, чтобы сыну, дочке там помочь, чтобы из миграционной тюрьмы адвокат вытащил. А адвокат вытащит, не вытащит, это тоже вопрос. И все, хату все продадут, с нулем останутся, и этот сын приедет, или дочка, и все, и в полной жопе, короче, понимаете? Вот такая вот ситуация. Короче, одним словом, если сидеть так и думать, что все нормально, все хорошо, ни хера не получится. Вывод такой. Русский мир так и будет нас уничтожать, нашу культуру, идентичность. Все, что? Такие вот дела. Так что изначально то, что я все говорил про независимость, про то, что этим контрэлитам верить нельзя, про этих агентов влияния. Все же это правда на самом деле. Просто многие, знаете, может, многие это и понимают, но, понимаете, это же страшно вообще что-то делать начать. На тебя обратят внимание спецслужбы, да, ФСБ, люди начнут бояться тебя. Ну и вообще много проблем как бы возникнет, да. Да и вообще что-то делать надо. Многие просто не хотят ни хера делать вообще. Нахер типа надо мне это все куда-то влазить. Ну, как сказать, не хочешь этим заниматься, но вот это вот, понимаете, смотрите, надо одно понять. Рашка, русский мир своей целью изначально поставил еще с тех времен, со времен оккупации, с 1700-х годов, это уничтожение всех коренных народов оккупированных. И так эта политика у них и продолжается до сих пор, до сих дней. И она и будет такой. То есть это наши враги на самом деле. Да, среди них есть наши друзья, еще что-то. Но, понимаете, одно дело это вот твой русский друг, а другое дело политика государства. Политика государства такая, что уничтожать нас, короче. Поэтому надо это понимать все, одним словом. И видите, ты можешь этим не заниматься, закрывать на все это, на это глаза, сидеть как бы, да, в своей там раковине какой-то и думать, что все типа нормально, все зашибись будет. Но если разработана стратегия, политика государства есть, они будут тебя гасить, понимаете? Они и гасят нас, уничтожают нас на своих войнах, наши ресурсы вывозят, наш язык уничтожают, запрещают в школах.
контрэлиты эти подкупили. Вот она, реальность-то, реальность жизни такая. Сидеть и притворяться, и ходить там бузы хавать, и ёхар танцевать. Ну, мне зачем все это надо-то? Если бы я этого... мне пофигу было, я бы сидел себе в Бурятии, ходил бы там из правительства, из этих контрэлит выбивал бы бабки, поддерживал бы там войну, СВО, говорил бы, там, Рашка, да, там, сила, все такое, да, там, поддержим наших ребят, давай там на дроны соберем бабки, да. Конечно, я бы нашел бы, как сказать, вариант для себя, там, как сказать, сколько этих блогеров, да, зетников, тоже таким же стал бы, да, и все, и ходил бы, да, и в шоколаде был бы какое-то время. Такие вот дела. А потом перекрасился, если что. Но, понимаете, не знаю. Просто, как вам сказать-то, не то, что у меня такой прям этот патриотизм, ну просто, если трезво смотреть, на все на это время как бы теряется, да, смысл мне все это делать. Да и вообще просто это стрёмный поступок, это просто по жизни стрёмный поступок будет. Потом это все равно люди будут помнить, и зачем так жить, да, как черт, вот так вот. Потом рано или поздно все равно все это всплывет, вся правда скажет, а вот ты чертом был. Такие вот дела, короче. Зачем чертом быть, да, если можно не быть им? Да, придется крепануться, придется где-то там за границей пожить, но зато надо доносить свои мысли. Что поделаешь. Ну, тем более опыт жизненный, он важен. Главное это придерживаться каких-то своих принципов, наверное, да. Ну, вот как-то так. В общем, все, что я говорил, это оказывается все. Еще знаете, вот не зря все-таки я туда в США не попал, потому что сейчас, прикиньте, тоже бы в этот депортационную тюрьму. Я, конечно, не знаю, как она вообще жизнь сложится и так далее. Здесь в Корее тоже эти постоянные рейды и так далее ходят на как его там, на заводы, на стройки, все проверяют, всех нелегалов, мигрантов вообще. Сколько здесь с G1 работают нелегально, с F1, там, F3. Ну, нерабочие визы, короче. Вот как-то так, поэтому что вам могу сказать? Что я могу сказать? Если не будем сопротивляться, они нас просто своими собственными руками задушат, да и все, потихоньку. Они и так это все делают. Надо что-то делать, хотя бы говорить об этом, собираться, общаться, говорить. Ну все уже, что, вот просто посмотрите правде в глаза, да и все. Между собой хотя бы начинать говорить. И когда будет час X, все равно этот момент произойдет, потому что противоречия сильные, Украина не сдается, Украина не сдастся. Европа там шатко-валко, ну, помогает, там тоже этих агентов влияния куча засела, но, понимаете, ну, они, как бы сказать, и хотят, с одной стороны, продаться, да, русскому миру, а с другой стороны, и подыхать не хотят. То есть у них вот такая вот позиция, да, как сказать, и на рыбку, и рыбку съесть, да, им охота, и все остальное, да. Так что, ну, рано или поздно кое-на что не сесть у них перевесит, и они все-таки начнут давать отпор, помогут украинцам. Ну и Рашку все равно. Понимаете, наше самое главное это в чем еще? Надо понимать, что мы, видите, из этой ситуации мы не можем выйти, как сказать. Вот смотрите, вот представьте, если бы Германия сокрушительно не проиграла во Второй мировой войне. Вы что думаете, как сказать, у нее куда-то амбиции бы исчезли? Ну, просто, как сказать, типа там, вот как сейчас вот все предлагают, вот пусть типа война становится, да, между Украиной и Россией, Рашкой. Ну и типа все, он типа утихомирится, да, там пыня, и русский народ утихомирится, уйдут, все там, все спокойно будет. Ну и типа вот представьте, вот фашистская Германия, да, ну хотя и Совок тоже фашистский был.
успокоился бы, типа, ну все, ладно, мы уходим с совка. Но такого уже, согласитесь, не могло произойти. Как вы себе это представляете? То есть я про что говорю, что то, что Германию разбомбили в итоге, это все правильно было. Так же и с Рашкой должно быть. Понимаете, ни Украине, ни кому из нас не будет никакого покоя, пока Рашку не разбомбит. Ну, прямо нормально так. То есть она военного поражения не понесет на ее территории, причем в Москве, там, ну, желательно в Москве, конечно. Только в Москве, потому что других вариантов нету. Там это сколько, то Курскую область даже там захватили, еще что-то, и то смысла нет. Сколько этот Крым там бомбили, этот мост бомбили, тоже смысла нету. Белгород этот. Так что пока там вот прямо как с фашистской Германией не произойдет, что там Берлин, никакого варианта не будет, короче, нормального. Такие вот дела. Блин, эти комары меня сожрали вообще. Тоже, конечно, нашел место для стрима прямо в лесу. Надо шагать. А то потом капец они это, как сказать, эти волдыри-то чешутся. Такие вот дела, в общем. Поэтому, видите, для нас-то получается это самое важное. Это, ну, понимаете, это все слишком далеко все зашло. Пока, смотрите, вот сама Рашка не проиграет, пока у нее там не начнется переосмысление вообще всей своей собственной крепостной рабской истории, и у наших народов не начнется осмысление, в каком положении мы жили и живем, ни хера не изменится. Они так и будут, как это называется, это, понимаете, вообще не Путин, не правительство. Это же сам русский народ так вот себя мыслит, так видит, что вот они должны всех оккупировать, всем якобы добро приносить и так далее, везде свой русский мир внедрять. Это вообще, понимаете, вот я вот сколько смотрю разных экспертов, журналистов, которые давно, как сказать, знают, изучают, люди, ну, в возрасте уже, за 50, там, к 60, которые знали, какая Рашка была в 90-х годах, так они и тогда говорили все про Украину, что ее захватить надо, танки отправить. И тогда все это было, понимаете, задолго до пыни Путина. Поэтому, как вам сказать-то, пока Рашку полностью, короче, не демилитаризируют, не денацифицируют, не разбомбят, в конце концов, Москву, когда она не понесет сокрушительное поражение, ничего не поменяется. И вот так вот все должно быть, на самом деле, в конце концов. А там что? Наши ездят, там буряты типа какое-то мирное соглашение с хорошими русскими подписывают. Ну, понятно, что это наши буряты, это тоже контрэлита, агенты влияния ездят. Без нашего как бы ведома ездят, там от нашего лица что-то разговаривают с этими хорошими русскими. Ну, имитации, короче. Все это ФСБшные, все это прогоны. Ничего у нас в жизни не будет, короче, у нас бурятов. Так они нас и будут гонять, так они нас будут гонять на войны, будут нашу землю отбирать, наши ресурсы. Короче, жизни нам не будет, пока Рашка это существует в этом виде и в ее сознании людей. Я не говорю, что они все конченые, да, но у них какой-то должен какой-то слом прям мышления произойти, чтобы они наконец-то поняли вообще свое место, кем они были, кто они и так далее. Так, у меня тут какой-то супер донат прилетел, сейчас посмотрю. Люди начинают осознавать и афишировать это уже хорошо. Фрау М 2 евро задонатил. Байрла, фрау М. Ну да, действительно. Но до наших бурятов очень долго доходит на самом деле. Не знаю, с чем это связано. Ну, как, из-за контрэлит. То, что контрэлиты, назначенные русским миром, Кремлем, стоят. Туда специально подобранные люди, которые полностью преданы русскому миру. Которые своих же бурят гонят на войну, а при этом сами имеют гражданство в других странах, своих детей вывезли за границу, ну, либо на старте они всегда,
Просто когда мобилизация была, в Монголии же куча было этих всех детей, как бы сказать, контрэлиты-то. Все гасились там тоже. Потом кипиш как бы прошел, назад начали возвращаться. А так, как сказать, их же припугивали ФСБ тоже. Список там загоняли, что вот такие-то дети там вот присутствуют. Они там пипец боялись. Такие вот дела. Пока осознание этого не дойдет, что надо, ну, чтобы сохраниться как народ нам, надо бороться за себя, за свою жизнь, за свое будущее. А так бежать куда-то в Америку, где тебя в любой момент айс-офицер поймал, под жопу пнул, ну, никакого смысла нету. Да и здесь, что, в Корее, ну ладно, кто там правдами, неправдами себе F6 как-то получил, да, там, не знаю, там прямо унизился, может, или еще что-то. Ну, не знаю, короче, что люди проходят, как это все происходит. Ну, или какую-то такую визу там получил кое-как с трудом. Но опять кто-то покупает себе визы. Но, знаете, это корейские, как сказать, власти все равно, они там через 10-20 лет даже могут найти все это, да, мошенничество. Не то, что отобрать визу, они могут и посадить в тюрьму, блин. Так что никому не советую заниматься вот этим вот мошенничеством, покупать эти визы или еще что-то. Рано или поздно всех накроют и посадят. Это не рашка. Так что, ну согласитесь, какой у наших бурятов реальный шанс здесь закрепиться в Корее? Ну практически нулевой. Ну разве что если жениться, да, там на хангучке или замуж за хангука выйти и как-то так. Но насколько часто такой кейс бывает? Ну, не так уж и часто. И, соответственно, ты уже, как бы сказать, твои дети уже не часть бурятского мира, это уже, ну, ты, как бы сказать, все, хангук сарам становишься, да, все, ты здесь уже, как бы, корейский житель. Ну, ты сам, может быть, и будешь душой, но, опять же, смотрите, если вся твоя жизнь будет здесь проходить, редко будешь ездить, ну, какой ты уже там, как сказать, бурят-то? Ты уже все больше. Ну, и, соответственно, тебе же надо будет корейский язык учить. Ты же не будешь всю жизнь здесь жить и, как сказать, ничего не знать, да, там, ходить как тупица. Все равно надо хотя бы в быту какой-то минимум там знать, общаться с людьми, еще что-то. У меня еще донат пришел. Байрла, 20 евро. Айрла, что-то сегодня у меня поперло, да, по донатам. Занахуд, Байрла. Сегодня острую тему, видимо, поднял. Поэтому, Нахудут, что я могу сказать? Наша земля, она и есть наша земля. И, как сказать, видите, так устроено в жизни вообще, да? Кто-то приходит, какие-то оккупанты на твою землю, и приходят они не явно не с какими-то... Ну вот сейчас русские напали на Украину. Они что, зачем туда напали-то? Чтобы... Ну, у них какая вообще стратегия-то? Они же уничтожить хотят этнос вообще украинский. Ну, по сути, то, что вот сам Пыни говорит, да, произносит, что украинцев не существует. Значит, он хочет уничтожить этот этнос, понимаете? И они с нами вообще это то же самое и делают. Что вот, говорят, вы там какие-то россияне или еще кто-то. Со всеми народами они так делают. И они проводят эту политику. Сократили до минимума изучения бурятского языка. Какие-то там эти танцы только устраивают или еще что-то. И то очень ограниченно. И то там ты должен там, не знаю, благодарить, что вот тебе разрешили, еще что-то. Когда ты по-другому на все на это смотришь, другими глазами, да, конечно, у тебя отношение меняется. Когда, как сказать-то, ну, когда ты то, что должно быть естественно, а ты за это, как бы сказать, там чуть ли там, не знаю, на колени не упал там и благодаришь, но это же бред. То есть то, что мы сами должны свободно у себя в республике и говорить, и устраивать мероприятия или еще что-то, у нас там каждый раз превращается какой-то ритуал, там, не знаю, как сказать, поклонение какого-то, да, русскому миру.
Короче, одним словом, что сказать. Пока Рашка не понесет сокрушительного поражения, и пока наши буряты не осознают, что именно сопротивление и силовое, и любое, и информационное, или еще что-то. Но самое главное должно быть осознание, что именно ты должен понимать, что вот прогибаться, отдавать свою землю просто так, нельзя. Понимаете, они это уже делают, понимаете, уничтожают. Сколько наших там бурятов уже умерли там в этой Украине? За что они вообще умерли-то? Через 5 лет кто-нибудь про них хотя бы вспомнит или нет? Тем более там уже, я надеюсь, к этому времени уже процессы пойдут по независимости. И тогда это тем более будет, знаете, даже будут, как сказать, стыдиться про это говорить. Ой, там в Украине умер. Будут говорить, а что он там делал вообще? Есть, конечно, вариант, что те, кто там воевал, применят боевой опыт уже здесь, в боях за независимость Бурятии. Надеюсь, конечно, обойдется без этого, но надо рассматривать все варианты, понимаете? Может сложиться так, что как сказать, и там придется нам сражаться за свою независимость. Не знаю. Глядя на то, что сейчас происходит, это на то, что они даже в Европу, как сказать, провоцируют, да, дроны засылают, свои самолеты. То, что они будут по нашей территории, у которой даже своих границ нету, у которых никаких ПВО нету, вообще ничего нету у нас, да. Чечню же они как бомбили, да, причем самое интересное, они почему-то в первую очередь бомбят там, где свои же русские живут. Вот странно, как это. С другой стороны, это логично, понимаете, смотрите. Те части, которые как бы раньше оккупировали, там, соответственно, больше русских и заселилось. И они как бы ближе к границам. Поэтому, как бы так и происходит. И с Украиной, и с любой оккупированной территорией. И получается, что они своих же в первую очередь-то и бомбят. Так что, если они с Иркутской области начнут, соответственно, там больше же русских. Основное как бы население. Так и будет своих же русских бомбить. Буряты, послушайте умные слова. К сожалению, пока предпочитают гаситься, отступать, сдавать позиции, предпочитают не думать, не знаю, не надо быть гением, чтобы понять, что это абсолютно, как бы сказать, простые какие-то вещи я говорю, но почему-то они... Лень и страх, видимо, скорее всего. Лень, страх и непонимание. И привычка жить по какому-то одному сценарию, да, что вот так живешь, и все. Поменьше думать, поменьше проблем и так далее. А то, что там народ уничтожается, они как бы об этом сильно и не думают. Типа вот сходил там Йохар, потанцевал, что-то там канат потянул, бузы пахал, все нормально. Типа все. А то, что в этот момент там столько наших ресурсов вывозится, столько бурят уничтожается, и ты им хамаугай, пофигу, то есть. Жалко, конечно. Как, понимаете, с другой стороны, как говорится, каждый народ заслуживает той участи, которую он сам выбирает. Да, довели, конечно, уничтожили настоящую элиту, запугали репрессиями, да, соответственно, так и есть, но вы собираетесь и дальше жить в этом статусе, да, вот таких, как стадо овец, да, которых там загоняют и, так сказать, всех потом под нож пустят. Либо надо начать что-то сопротивляться, что-то делать. Нам еще, видите, проблема в том, что вот еще знаете, какая у нас затруднение там. Вот русский мир — это авторитаризм, да, где деспотическая власть. И они пользуются тем, что в других странах демократия,
можно их прокупить, и можно всякие провокации устраивать и так далее. И в ответ как бы не ожидать, что будет какой-то жесткий ответ. Ну, единственное, также отвечают им такие деспотические тоже страны, да, ну, где авторитаризм, типа Азербайджан, там, Турция, где по жесткому. Залетел самолет, турки сразу сбили его, да. Алиев русский мир весь нахер выгнал с этими, без всяких там, знаете, церемоний. Ой, там, а что они подумают, это не демократично. Понимаете, надо просто понимать, что демократия демократии, а когда на тебя какие-то варвары нападают, надо их под жопу пинать и все. Отвечать так же, как они, как сказать, с тобой поступают. В конце концов, если к тебе в дом залезут и начнут там грабить тебя, ты же не будешь говорить, ой, как сказать, не трогайте, вы поступаете бессовестно, да, ну что ты будешь с грабителем так разговаривать, что ли? Понятно, что надо сопротивляться, ну, как физическую силу применять, ну, если нет физической силы, то не знаю, что там, оружие или еще что-то, ну, что попадется под руку, короче. Ты же не будешь об этом думать. А вот почему-то демократические страны себя именно так и ведут. К ним в дом уже дроны залетают, самолеты залетают, всякие провокации устраиваются. Они просто, как сказать, руки так раскинув, говорят, ой, это же... Вот как, знаете, вот митинги, как вражки разгоняли, да? Просто стоит толпа, кого-то тянут, они говорят, позор, позор. А ментам вообще пофигу. Что там кричат, позор, не позор. Им вообще насрать на это все. Ну, что подумаешь, покричат, да. Если бы они там коктейли Молотова взяли, если бы они взяли там биты и начали бы бить этих ментов, то там совершенно другой эффект был бы. Они бы начали бы бежать и уже сами бы кричали, ой, там, простите нас, братья, или еще что-то, да, там начали бы каски снимать, начали бы на колени вставать, там, как в Кыргызстане или в Украине было, да, то есть, когда они против народа своего поперли мусора, они их быстро на место поставили. Ну, или как это в Европе бывает, еще где-то. А если ты будешь просто стоять и кричать этим карателям позор, позор, да им насрать вообще. Они тебе еще придут и по башке дубинкой дадут, или еще тебе срок намотают какой-нибудь. Поэтому, видите, пользуются тем, что в демократиях, вот, как бы сказать, такая вот, как сказать, ну, как-то все это несерьезно, одним словом. И понимаете, за счет того, что в Европе нету какого-то понимания, как бороться с русским миром, соответственно, и нету понимания у наших бурятов, что вообще делать-то. А по большому счету, что? Нам надо какое-то, как сказать, военное формирование иметь или еще что-то, ну, хотя бы какой-то отработкой там заниматься нужных вещей, ну, что-то такое делать, короче, то, что действительно, когда начнется вся эта история с распадом Рашки, чтобы не ходить там, не вату катать и не слушать опять этих контрэлиты, которые будут там на уши нам падать, да, приседать, типа, ой, надо сохранять спокойствие, главное не выходите, главное сидите дома, ничего не делайте, ой, надо сидеть, бояться надо. Россия, перестаньте афишировать свой дебилизм. Да, правильно. Фрау Эмма еще мне один донат сделал, 2 евро. Айрла. Такие вот дела. Поэтому, конечно же, что надо делать-то? Как только начнется распад совка, надо, как вот в свое время в 90-х годах в странах Балтии, в других странах, надо сразу же национальное движение поднимать, надо сразу же брать власть в свои руки. На первых порах, наверное, это будет все равно какой-то авторитарный подход, ну, потому что по-другому с русским миром бороться невозможно. Потом уже переходить к демократии. Конечно, это надо как-то это... Ну, я считаю, что у нас рядом Монголия, демократическая страна, она нам поможет на эти рельсы перейти. А так, конечно, нам нельзя в авторитаризме оставаться. Но все равно стратегия по отношению к русскому миру у нас и должна быть такая, что мы максимально жестко к нему должны относиться, уходить
дерусификацию делать, естественно, десоветизацию. Непременно делать надо люстрацию, чтобы выявить всех этих вот агентов влияния, контрэлиты, чтобы они перестали отравлять, как сказать, умы нашему бурятскому народу. Ну, то есть все процессы, которые в нормальных странах происходят, у нас тоже должно произойти. Ну, иначе мы, как сказать, в плену этого русского мира так и останемся. Ну, я считаю, что такого уже... Для чего я и веду этот канал? Чтобы у нас, понимаете, все, о чем я думаю, анализирую, я быстрее выкладываю. Чтобы люди, как сказать, получили информацию наши буряты, проанализировали и поняли. Ну, иначе зачем мне нахер вообще вести этот канал-то? Как-то так. А то, видите, нет уже ни у кого никакой стратегии, согласитесь. Все о чем-то говорят, вот, куда-то съездил, там что-то выступил. А что толку? Надо с людьми-то разговаривать, с простыми бурятами, объяснять, что к чему, что вообще делать, в конце концов. А так, какой смысл-то? Какие-то организации иметь или еще что-то там, что-то делать, какую-то публичную суету наводить. Никакого результата от этого и нету. Как все было, так и будет. Такие вот дела. Ты прав, но русский мир держит режим Путина, а не русский народ. Режим... Да не, какой тут. Сам русский народ болен просто вот этим всем фашизмом, шовинизмом. И это как немцы. Надо, чтобы поражение сокрушительное было, чтобы они перестали вот свои имперские амбиции. Откуда вот это вот, как сказать, уничижительные всякие названия в народе, там, да, там, чурка, узкоглазый или еще что-то? Это что, от того, что такой вот толерантный народ русский, что ли, или еще что-то? Они же даже в этих словах все же, как сказать, шовинизм сразу проявляется. Вот здесь, в Корее, знаете, ну, мы, конечно, плохо знаем язык корейский. Может быть, и есть тоже какие-то корейские националисты, но все равно это как-то по сравнению с русским миром это просто, я не знаю, самое толерантное общество вообще в мире. Тут потому что, как сказать, в Рашке-то не так уж и много на самом деле мигрантов, если так взять. Тут, блин, их весь мир вообще. Кого ты только тут не встретишь. Какие национальности. И как-то нормально уживаются и живут, и без вот этих всех... Я вот так думаю, если бы не корейское общество, если бы не правоохранительная система, ну, она и то не сказать, что такая жесткая, знаете. Но как-то они выстроили... Я вот буквально на днях об этом думал. Как вообще, думаю, здесь они выстроили вот эту вот свою политику по отношению к мигрантам, что, ну, как бы спокойно все, да, нету там, как сказать, как в Европе где-то или еще что-то. Как они все это сделали так? Потому что здесь, ну, тоже огромное количество. Сейчас вот выходные их просто, этих мигрантов, целая куча, просто бандами ходят, все заводы стоят, отдыхают, они все вылезли на улицу, все кафешки забили, все везде. Мне кажется, был бы я корейцем, мне было бы, наверное, страшно даже, что... Ну, так как я сам мигрант, что делать? Так что в Рашке-то еще ситуация не такая, как в других странах. И то там такой шовинизм, такое нетерпение вообще. Не то, что даже там, не русским мигрантам, но и к своим собственным. Они же там, чуть ты какой-нибудь темненький русский, то все, сразу обязательно какие-то эти будут у них там. Ну, это очень, я не знаю, им надо над собой работать очень долго и нудно, потому что это очень, в Рашке это очень нетерпимое общество само по себе. Но это все из-за крепостного права, из-за рабства. Потому что так привыкли к этому, к обязательно какому-то, как это называется, охраннику какому-то, да, надзирателю, чтобы обязательно стоял над ними с хлыстом, еще что-то. Спокойно-то нормально не могут. Ну и, как сказать, свой вот этот вот гнев они же не могут выпустить на, как называется,
на этого надзирателя своего, а только между собой. Вот так вот оно и сформировалось, вот это вот нетерпимое общество в Рашке. А на кого в первую очередь-то? На тех, кто не похож, на нерусских, на всех, на иностранцев. Они же и без всякого пыни Путина ненавидят Запад, Европу. Что самое удивительное, вот Питер вроде бы такой, да, город, как бы культурный и так далее. Сколько они там ездят в Финляндию, по Европе. Но все равно, там знаете, сколько этих, вроде такие культурные люди, там творческие. А в разговорах-то они все равно Европу не любят, как сказать, зажрались там или еще что-то. И думаешь, блин, ты же постоянно ездишь туда. Ну, раньше ездили. Я сейчас просто вспоминаю с тех, с кем общался раньше. И сидит в них вот это вот, знаете, вот это вот русский мир. Если бы они не хотели бы, они бы, как сказать, не допустили бы этой войны на самом деле. Это же капли в море, что вышли-то на какие-то там эти антивоенные выступления на самом деле. Чушь все это, что типа Рашка там сидит, и они не поддерживают войну. Поддерживают, конечно. Они считают, что это вот все правильно, что так и должно быть. И это всегда так было, на самом деле. Так что здесь дело-то вовсе не в пыне в Путине, это вот в самом этом обществе, в русском мире. Проблема в них самих. Они не хотят просто это все решать, эти проблемы. Так что здесь я говорю, а чтобы началось это осознание-то, это надо, чтобы что-то такое произошло серьезное. Серьезное что может быть? Военное поражение только. И глубокие экономические последствия от этого. И чтоб не было вот этой вот помощи опять. Понимаете, это Америка первая побежит помогать, ножки Буша отправлять. Ну сколько можно-то? Пускай они маленько осознают вообще, что происходит. А то как сказать, как что-то косячить, так они первые. А как расхлебывать последствия, так они потом, ой, помогите нам, там на колени встают и все такое. 90-е годы-то они сколько там благодарили, да, за эту, как ее там, ножки Буша и так далее. Гуманитарная помощь отовсюду шла. Из Японии, вообще со всех стран. С Европы. Забыли уже, блин, как там, как песни эти пели-то, да, там. Такие проамериканские фильмы снимали. Что-то быстро все это забыли. Память короткая. Ну ничего, скоро придется вспоминать те времена. Такие вот дела. Ну ладно, ну худут. На сегодня, наверное, все. Байрлан, то, что у меня сегодня столько много донатов упало. Как неожиданно вообще. Байрлану худут. Да. Подписывайтесь обязательно, пишите комментарии. Зену худут. Дахинул зетра. Байрте.